Не для бесед и ликований, не для кровавых совещаний, не для расспросов кунака, не для разбойничьей потехи так рано съехались адехи на двор Гасуба-старика. В нежданной встрече сын Гасуба рукой завистника убит вблизи развалин Татартуба. В родимой сакле он лежит. Обряд творится погребальный, звучит уныло песнь муллы. В арбу впряженные валы стоят пред саклею печальной. Двор полон тесною толпой. Подъемлют гости скорбный вой и с плачем бьют нагрудной брони. И, внемля шумне боевой, метутся спутанные кони. Все ждут. Из сакли, наконец, выходит между жен отец. Два узденя за ним выносят на бурке хладный труп. Толпу по сторонам раздаться просят. Слагают тело на арбу и с ним кладут снаряд воинский, неразряженную пищаль, колчан и лук, кинжал грузинский и шашки крестовую сталь, чтобы крепка была могила, где храбрый ляжет почивать, чтоб мог на зову он Азраила исправным воином восстать. В дорогу шествие готово, и тронулась арба. За ней адехи следуют сурово, смиряя молча пыл коней. Уж потухал закат огнистый, златя на горные скалы, когда долины каменистой достигли тихие валы. В долине той враждою жадной сражен наездник молодой. Там ныне тень могилы хладной воспримет труп его немой. Уж труп землею взят, могила завалена. Толпа вокруг мольбы последние творила. Из-за горы явились вдруг старик седой и отрок стройный. Дают дорогу пришлицу. И скорбному старик-отцу так молвил, важный и спокойный. Прошло тому 13 лет, как ты, в аул чужой пришед, вручил мне слабого младенца, чтоб воспитанием из него я сделал храброго чеченца. Сегодня сына одного ты преждевременно хоронишь. Гасуб, покорен будь судьбе, другого я привел тебе. Вот он. Ты голову преклонишь к его могучему плечу, твою потерю им заменишь. Труды мои ты сам оценишь, хвалиться ими не хочу. Умолкнул. Смотрит торопливо Гасуб на отрока. Тазит, главу потупя молчаливо, ему недвижим предстоит. И в горе им Гасуб, любуясь, влечению сердца повинуясь, объемлет ласково его. Потом наставника ласкает, благодарит и приглашает под кровлю дома своего. 3 дня 3 ночи с кунаками его он хочет угощать и после честно провожать с благословением и дарами. Ему же отец печальный мнит, обязан благом необесценным, слугой и другом неизменным, могучим мстителем обид. Проходят дни. Печаль заснула в душе Гасуба, но Тазит все дикость прежнюю хранит. Среди родимого аула он как чужой. Он целый день в горах один молчит и бродит. Так в сакле кормленный олень все в лес глядит, все в глушь уходит. Он любит по крутым скалам скользить, ползти тропой кремнистой, внимая буре голосистой и в бездне воющим волнам. Он иногда до поздней ночи сидит, печален, над горой, недвижно вдаль уставя очи, опершись на руку головой. Какие мысли в нем проходят, чего желает он тогда? Из мира дольнего, куда молодые сны его уводят? Как знать, незримо глубь сердец. В мечтаниях отрок своеволен, как ветер в небе, но отец уже Тазитом недоволен. «Где ж, — мыслит он, — в нем плод наук, отважность, хитрость и проворство, лукавый ум и сила рук? В нем только лень и непокорство. Или сына взор мой не проник, или обманул меня старик?» Тазит из табуна выводит коня, любимца своего. 2 дни в ауле нет его, на 3-й он домой приходит. «Где был ты, сын?» «В ущелье скал, где прорван каменистый берег, и путь открыт на Дариял. Что делал там?» «Я слушал терек». «А не видал ли ты грузин или русских?» «Видел я с товаром, Тифлисский ехал армянин». «Он был со стражей?» «Нет, один». «Зачем нечаянным ударом не вздумал ты сразить его и не прыгнул к нему с утеса?»
Потупил очи сын черкеса, не отвечая ничего. Тазит опять коня седлает, 2 дня 2 ночи пропадает, потом является домой. Где был? За Белою горой. Кого ты встретил? На кургане от нас бежавшего раба. О, милосердная судьба, где же он? Ужели на аркане ты беглеца не притащил? Тазит опять главу склонил. Гасуб нахмурился в молчание, но скрыл свое негодование. «Нет», — мыслит он, — «не заменит он никогда другого брата. Не научился мой Тазит, как шашкой добывают злато, ни стад моих, ни табунов не наделят его разъездой. Он только знает без трудов внимать волнам, глядеть на звезды, а не в набегах отбивать коней с нагайскими быками и с боя взятыми рабами суда в Анапе нагружать». Тазит опять коня седлает. 2 дня 2 ночи пропадает. На 3-й, бледен как мертвец, приходит он домой. Отец его, увидя, вопрошает: «Где был ты?» «Около станиц, Кубани, близ лесных границ. Кого ты видел?» «Супостата». «Кого? Убийцу брата. Убийцу сына моего? Приди, где голова его? Тазит, мне череп этот нужен, дай нагляжусь». Убийца был один, изранен, безоружен. Ты долго крови не забыл. Врага ты навзничь опрокинул, не правда ли? Ты шашку вынул, ты в горло сталь ему воткнул и 3 тихо повернул. Упился ты его стенанием, его змеиным издыханием. Где ж голова? Подай, нет сил. Но сын молчит, потупя очи. И стал Гасуб чернее ночи, и сыну грозно возопил: «Поди ты прочь, ты мне не сын. Ты не чеченец, ты старуха. Ты трус, ты раб, ты армянин. Будь проклят мной, поди, чтоб слуха никто о робком не имел, чтоб вечно ждал ты грозной встречи, чтоб мертвый брат тебе на плечи окровавленной кошкой сел и к бездне гнал тебя нещадно, чтоб ты, как раненый олень, бежал, тоскуя безотрадно, чтоб дети русских деревень тебя веревкою поймали и как волчонка затерзали, чтоб ты... Беги, беги скорей, не оскверняй моих очей». Сказал и на землю лег, и очи закрыл, и так лежал до ночи. Когда же приподнялся он, уже на синий небосклон, луна, блистая, восходила, искал вершины серебрила. Тазита 3 он позвал, никто ему не отвечал.